На страницах семейного альбома фотографии деда Даура. Интересно, о чем мечтал дед в его возрасте? Выпускник Грузинского института субтропического хозяйства работал начальником агроотделения эфиромасличного совхоза. Едва ли он думал тогда о политической карьере. Но лидерские качества будущего политика проявились еще в разгар грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Тогда он занял должность первого заместителя председателя Совета министров Абхазской АССР, позже Республики Абхазия. В конце 90-х Сергей Багапш возглавлял правительство республики, а в 2005-м возглавил и всю страну. Тобазвойт, сымч сылша, схы сықшой, сыпстаза арызыг, сыпсадгил, суажлар рымацура ишазысква. Сыжлар и рымтаны, сынапачай қалуамч, хүндкар конституция, яхетпи уямш, вадфти уяпепш, рыхчарас схы ишасырхо. Жлар рылых совайт, и пщо абри ахакукы, Он пришел в президенты в тот момент, когда многие в Абхазии начали сомневаться в возможности дожить до того времени, когда вот Абхазия станет во всех отношениях признанной страной. И это был период политического кризиса, но к чести Сергея Васильевича могу сказать, кто бы что про него ни говорил, как бы кто к нему ни относился, он, безусловно, сам принадлежал к числу людей, которые способны из врагов, из противников, из конкурентов делать друзей. Это вот для любого государственного деятеля одно из самых высоких достоинств. Абхазский народ сделал свой выбор, они все его соратники, друзья, они его убедили, чтобы он баллотировался. И выиграл выборы, но он очень ответственно к этому подошел. То есть для него это не просто был выбор и занял какое-то положение, а он чувствовал ответственность. И то доверие, которое ему оказал абхазский народ, он это очень высоко ценил. Fue tan buena la relación que tuvimos con el presidente de Abjasia, el señor Sergei Bagapsh, que cuando yo le obsequié un dominó, de repente me dice, no, usted no se va, yo le tengo algo para usted. Yo estaba en el despacho presidencial de la República de Abjasia. Y entonces llega, pero eso él mismo, yo no sé dónde lo sacó, él mismo me trajo esta caja de madera, en la cual está esto lo llaman como una espada que según él, esto era de los reyes abjasios. La verdad que la llevo, pero cada vez que la veo me recuerdo totalmente de la presencia del señor presidente. Я приехал в 1994 году после войны. Ну, вроде бы ты всех знаешь, со всеми общаешься, но я толком, кроме Шамбы и Ардзембы, мало кого знал, и поэтому... А с Багапшем уже попозже, когда была его избирательная кампания и борьба с Хаджембой. И он тогда на меня произвел очень сильное впечатление, потому что я впервые увидел, ну, в общем, такого лидера, ну, как бы непризнанного государства, провинциального, но с такой харизмой, человек, который прошел эту комсомольско-партийно-государственную школу советскую, очень уверенный человек и такой очень достойный, всегда прекрасно одетый, вот такой аристократичный, можно даже сказать. И это мне показалось очень приятным.
В то время, когда Сергей Багапш приходил к власти, шли общественные волнения. С экранов телевизоров он казался уверенным оппозиционером, но в жизни был простым и душевным человеком. Его запросто можно было встретить за чашкой чая в обычной кофейне или за игрой в нарды на Брехаловке. Сам он считал, что с народом, который пережил за 15 лет 2 войны, иначе нельзя. Те, кто не знал Сергея Васильевича Багапша, воспринимали его просто как человека из газеты или из телевизора. Каждый, кто имел счастье с ним соприкоснуться, лично сразу мгновенно находился под обаянием его личности, ума и способности мыслить и чувствовать. Вызывал к себе огромное доверие. Был по-настоящему демократический человек, таких взглядов очень неавторитарный был человек. Настоящий сын абхазского народа во всех его самых лучших проявлениях. Сергей Васильевич Багапш. Думаю о нем сейчас и вспоминаю с таким теплом его манеру сидеть за столом, разговаривать, слушать. Он на самом деле слушал, это его манера удивительная, когда ты что-нибудь говорил, допустим, ты нес какую-то пургу такую. Он слушал так, внимательно, потом такую паузу делал, и он сразу тебя не начинал поправлять, да? А так заходил вежливо, с такими намеками и подводками, как может только очень, конечно, мудрый человек. Он в тебе самом порождал вопросы, которые думают, боже, что я несу. Что-то я не то говорю, наверное, да. Он никогда тебе в лоб не говорил, ты, Максим, чушь несешь какую-то. Говорю, так интересно. И вдруг в ходе разговора ты начинал понимать, что ты на самом деле не какую-то ерунду говорил. Сергей Васильевич, он всегда мог отвлечься на какие-то неполитические темы. С ним было просто приятно говорить о жизни. И мне, как одно из наиболее ярких воспоминаний в моей карьере, всегда припоминается наша с ним прогулка по набережной в Сухуми, по-моему, в апреле 2011 года. По набережной мы с ним погуляли, пришли в знаменитую Брехаловку, пили кофе. Я видел, как к нему относятся люди, и как он разговаривает со своими гражданами абсолютно открыто, без каких-либо экивоков, без утаиваний, обсуждает реальные проблемы страны, спрашивает даже их советы. Он был улыбчивым человеком, он был радостным человеком. И когда мне уже довелось познакомиться с его семьей, когда наши семьи встречались, то я убеждался, что это действительно добрый, гостеприимный человек. Замечательная семья. Марина Георгиевна, безусловно, я ее Марина называл, да. Она очень такой светлый человек, безусловно, очень красивый человек. Женщина, это действительно был надежный тыл. И я думаю, что вся память, все дети, все внуки наверняка, они живут воспоминанием о этом действительно интереснейшем, великом человеке Сергее Васильевиче. И, конечно, я желаю и этой семье, безусловно, прекрасной счастья, здоровья, и мира. И чтобы дети, внуки, они были похожими на своего деда, на своего отца. И это действительно, наверное, этого Марина и больше всего хочет. Когда мне рассказывали, что он мог прийти домой, будучи уже президентом, невзирая на это, сесть за руль трактора или комбайна и помочь соседу или какому-нибудь другу просто в деревне, мне с этой стороны тоже раскрылся его образ. То есть это мудрость, это терпимость, это великодушие, это готовность к компромиссам и к согласию во имя интересов собственного небольшого народа и государства. Есть категория многих людей, они черствеют. Они что-то теряют связь с народом. Знаете, высокий какой-то статус, высокая должность, это как-то иногда кому-то кружит голову. Но Сергей Васильевич не из той плеяды людей и политиков, которые гонялись за этой должностью и за должностью теряли эту связь. В свое время мне тоже задавали такие вопросы. Я тоже в 36 лет стал президентом, да, и когда мне начали говорить, Эдуард Джабеевич вышел из народа и так далее, я всегда отвечал. И точно так же могу ответить за Сергея Васильевича Багапша. Он
никогда не выходил из народа. Как был с народом, так и остался с народом. Вот это у него была такая черта вот хорошая. Сердце у него было очень большое. И он любил не только Апсны, он любил и Осетию, он любил и Северный Кавказ, и родственные, и братские абхазам народы. И он их не разделял. Вот где бы мы ни были, он обязательно должен был находить время. Это в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Он обязательно находил время, потому что он больше, знаете, как был президентом не столько Абхазии, а столько всех родственных народов Абхазии. И он всех очень сильно любил. Я еще раз говорю, я не говорю эти слова, потому что я должен их говорить. Я просто обязан их говорить, чтобы абхазская молодежь и абхазский народ, они знали, вот какой человек был Сергей Васильевич Багапша. Не было у Багапша мелочей в жизни. Все было важно. Важно для государства, важно для народа. Вот таким запомнился. Запомнился как очень хороший хозяйственник. Вы знаете, он, как говорят у нас, сельхозник, агроном. Он обладал личным обаянием. То есть обаяние, перевожу, это убедить в правоте своих просьб, задач. И он это великолепно умел делать, потому что знал жизнь своего народа. Я с ним беседовал не один раз и был в гостях у него в Абхазии. Когда умер мой отец, он позвонил мне, сразу же соболезнования выразил. Я с ним разговаривал последний раз буквально за неделю, дней за 10 до его смерти по телефону. Это остался в моей памяти разговор. И, в общем, этот человек в моей памяти остался навсегда своим голосом, своей интонацией, своей манерой мыслить как человек мира. Человек, который был возможностью мира и который хотел мира. Но, к сожалению, вот получилось, как получилось. Сергей Васильевич очень надежный, очень достойный друг. Я в нем ценил, знаете, вот беспримерную такую любовь к своему народу, беспримерную такой патриотизм, решительность. И в то же время я в нем ценил эту доброту, эту заботу. Вот мы с ним встречались, вот мы во многом были похожи друг на друга, да, вот. И когда он мне рассказывал примеры про тех ребят, которые воевали, кто-то там остался инвалидом, и вот как он заботился о них, знаете, вот у нас очень мало было времени говорить о себе, о своих семьях. Мы очень мало внимания уделяли своим детям, своей семье, потому что для нас вот все жители, да, вот Абхазии, Южной Осетии, это была наша общая большая семья. Я Сергея Васильевича помню умным, спокойным человеком и политиком, который очень взвешенно всегда подходил ко всем вопросам. Сам по себе он никогда не торопился с ответом и всегда тщательно продумывал не только сам ответ, но и какие последствия могут быть у этого ответа. Сергей Васильевич Багапша – это один из самых умных и внутренне таких целостных, спокойных людей, с которыми я сталкивался в своей жизни. Причем это человек, на мой взгляд, который был лишен злобы, ненависти. Он был политиком, безусловно, и политика немыслима без каких-то, может быть, даже иногда жестоких вещей. Если немного, то мы, когда встречались, он мне подсказывал определенные вещи, как надо себя в политике вести. Он всегда говорил, никогда не торопись сказать «нет». Очень серьезно подумай, и только после этого ты примешь решение, сказать «нет» или не сказать. Сергей Васильевич мне сказал, что любой отказ, даже ребенку в доме, приводит к обиде, да, отказ. А в политике это, в том числе, может быть ущерб государству, в целом самой политике. Поэтому вот это я тоже запоминал, такие вещи. Это все мне помогало в последующем в политике, тоже в руководстве республики. Поэтому, конечно, он мне вот запомнился вот таким вот мудрым человеком. И мы периодически созванивались. Вот Сергей Васильевич относился к таким людям, которые не просто протокольно поздравил, а еще ты про семью спросишь, про это спросишь, как там мандарины, когда моя доля ко мне там в республику поведена, так шутка там это все, приглашение домой, гости, там, ну, какие-то вот такие-то вещи. То есть минут 10 на то, чтобы не просто поздравить, а чтобы так по-теплому поговорить.
Конечно, такой неординарный человек и личность, и в работе был достаточно строгий, достаточно такой и объективный, и глубокий человек. Он бесконечно любил свою родину. Вот. И в то же время, как человек был очень добр, очень коммуникабелен. Я видел, как он любит свою семью, как он общается с простыми людьми. Это, еще раз подчеркну, что это был достойный президент республики. И у нас на Кубани, и у меня, у моей семьи очень самое теплое впечатление и воспоминания о нем. Я преклоняюсь перед его мудростью. Мы, когда познакомились, никогда не скажешь, если не знать, что он президент Абхазии, никогда не скажешь, что он президент. То есть такое впечатление было, что он, наверное, такой профессор, преподаватель, такой с большой буквы, очень добрый, очень мягкий и с таким большим сердцем человек. Вот таким запомнил. Очень тихий, скромный голос и внушающий огромное доверие человек. Я, конечно, признателен Господу Богу, что Он подарил мне знакомство с Сергеем Васильевичем Багапши, добрые отношения. И наши чувства товарищества, переросшие в дружбу, это то, что согревает и сегодня. Хотя Багапш мог быть мягким, а мог быть жестким. Он всегда, согласитесь, он все же такой олицетворение природной величавости. Не аристократизм, а аристократизм холоден. И иногда он производит что-то высокомерное. У Сергея Багапша никогда не было высокомерия. Но одновременно эта его величавость всегда сопровождалась простотой и, я бы сказал, просто порой недопустимой скромностью. И вместе с тем, когда приходилось решать государственные вопросы, он мог быть непробиваемо тверд и даже жесток. В Абхазию не придет президентом другой человек, который хочет плохого для Абхазии. Я помню, в том числе, очень добрые высказывания в его адресе. И президент Южной Осетии тогдашнего, тогда еще Эдуарда какой-то, каким он таким уважением относился. И глав северокавказских регионов, которые просто с огромным уважением к Багапшу относились. И в целом политики Российской Федерации. Правильно понимал, в том числе политику Сергея Васильевича. Поэтому, конечно, я считаю, что его роль именно укрепления мира в Закавказье была огромной. И я не хочу сегодня говорить, что последующие руководители Абхазии этим не занимаются. Уж точно Сергей Васильевич огромную точку в этом направлении поставил. Нас связывали не только рабочие отношения, у нас были дружеские, братские отношения. Да, действительно, был очень серьезный, очень сильный тандем, с которым все считались. И никто не пытался играть какие-то игры между мной и Сергеем Васильевичем. И все знали, что между ними кошка точно не пробежит. И поверьте мне, у нас были не столько отношения как двух президентов, как просто двух человек, которые любят свои народы и пытаются максимально сделать все для того, чтобы народам было хорошо. Я раскрою вам одну такую хитрость. Общаясь очень много с Сергеем Васильевичем, я знал много проблем, которые его беспокоят. Проблемы, с которыми сталкивается братский абхазский народ. Соответственно, я очень откровенно разговаривал с ним. Только благодаря тому, что в Абхазии в 2008 году был президентом Сергей Васильевич Багапш, а в Южной Осетии Эдуард Жабеевич какой-то, они настолько гармонично друг друга дополняли, и они смогли сказать «нет», «нет» и «нет» тем, кто в тот момент, это трудно сегодня даже поверить, но планировали заставить Абхазию и Южную Осетию вернуться в состав Грузии, чтобы обеспечить ее территориальную целостность. Весна и лето 2008 года прошли под знаком сложной военно-политической обстановки. Вооруженные силы Грузии систематически нарушали воздушное пространство Абхазии. После введения грузинских войск в Южную Осетию Абхазия перевела свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность.
Поздно ночью 8 августа 2008 года Сергей Багапш созвал Совет Безопасности, на котором отдал приказ об исполнении союзнических обязательств. Уже утром части восточной группы войск были подняты по тревоге и выдвинуты к западной границе с Грузией. Началась активная фаза реализации Кадорской наступательной операции. Народ переживал большую национальную трагедию, потому что эти кровавые события и попытки их задавить и задушить, они, конечно, вызвали у многих людей искреннее возмущение. Он всегда очень умело, в общем-то, доносил все эти тяжелейшие в 20 веке, все, что происходило на абхазской земле. Очень много и крови было, и всевозможных притеснений. Вот. И в современное время война, которая, безусловно, тоже стала частью его жизни и потрясений. И я думаю, что за период войны он во многом состоялся вот как руководитель, наверное, как командир, потому что все воевали, и все проявляли мужество, героизм. Багапш вообще был надеждой. Надеждой на то, что Закавказье, Кавказ выйдет из бесконечной цепи насилия, войны и человеческого горя. Для политика путь добра – это не обязательно быть со всеми хорошим. Надо защищать, уметь свои позиции. Сергей Васильевич защищал позиции сложившегося после войны 1992 года абхазского суверенитета. Но еще раз говорю, я в нем не чувствовал никакой ненависти или неприязни к грузинскому народу. Он сочувствовал, наоборот, грузинам, тем, кто потерял свои дома. Я знаю, что он и по личным связям, естественно, он происходил из благородной абхазской фамилии, а это были перемешанные все рода за столетия, тысячелетия совместной жизни. Вот что всегда притягивало и поражало, это великая любовь к своему народу, к абхазцам. Но о смелости говорить, как-то даже и неприлично. Это когда он вместе с своими же соратниками, по сути безоружные, отбивали все атаки и, по сути, победили в этой войне. Сергей Васильевич был достойным продолжателем Владислава Ардзиба в части построения государства. После развала великого государства Советского Союза часть государств и часть национальности решили поправить, в кавычках, свои дела, превознести, что одна нация превыше всех, и что автономия не имеет права на государственность, хотя она у них и была. Я вспоминаю, когда мы с нашим заслуженным симфоническим оркестром приехали в Абхазию. Не помню, в каком году это было. Но помню, что в этот момент мы ехали, естественно, с праздничным, подготовленным концертом. Это был первый симфонический. Потом Георгиев приезжал со своим оркестром. Там случилось несчастье, и погибли защитники Абхазии. Они воевали за жизнь, за свой язык, родной абхазский. Сергей Васильевич Багапш может быть назван президентом-миротворцем, потому что он обеспечивал возрождение не только своей родины Абхазии, он был олицетворением взаимопонимания и миротворческой деятельности для всего Кавказа. Народу Абхазии повезло, что в разные исторические периоды, причем самые серьезные исторические периоды, Абхазию возглавляли лидеры, которые доказывали, что абхазский народ на правильном пути по отстаиванию своей свободы абхазского народа. Если Владиславу Ардзибу приходилось это доказывать именно с оружием в руках, то в случае с Сергеем Васильевичем уже надо было закладывать мирную основу для развития абхазского народа.
и доказывать всему миру, что абхазский народ сделал правильный выбор, и он на правильном пути. Та борьба наших народов, ту кровь, которую наши народы пролили ради своего будущего, независимых государств Абхазии и Южной Осетии, Алании. Он очень много сделал для этого, и не найдешь столько слов, чтобы вот все это написать, обо всем этом рассказать. Сергею Васильевичу была одна задача – защита своего народа и защита молодого государства. Он не хотел, чтобы между грузинами и абхазами пролегла новая кровь. И это у него получилось. В Кадуре практически никто не погиб с обеих сторон. Но вместе с тем взрывалось, стрелялось и воевалось. Это очень точный был политический расчет. И это был единственный. Его подталкивали же к войне. Давайте туда, давайте в Гальском районе зачистим, депортируем всех и так далее. Он этого не допустил совершенно. И он думал о будущем, которое будет через 20, 30, 50 лет. Что касается его отношения к Осетии, я уверен и знаю, что Сергей Васильевич осетинский народ любил безмерно. И он был не менее патриотом осетинского народа, чем абхазского. И фактически он эти народы не разделял. Он их одинаково любил. И он был большим другом осетинского народа. Большим и преданным другом осетинского народа. Я прекрасно помню, когда в один из его приездов был обстрел города, и когда ему предлагали выехать из Цхинвала, который в этот момент обстреливался, он шагу не сделал в сторону границы для того, чтобы выехать, а остался с народом и сказал, что он не боится. Сергей Васильевич занимался контактами, которые были направлены на поиск общеприемлемого регулирования. Эти усилия были сорваны в 2008 году, когда Саакашвили дал команду осуществлять агрессию против своих собственных граждан. По сути дела, показал свое намерение не договариваться о каких-то формах совместного проживания с абхазами и югоосетинами, а намерение подчинить их своей воле в рамках, по сути дела, унитарного государства. И Сергей Васильевич в те тяжелые дни августа 2008 года проявил себя как настоящий государственный деятель, политик, прекрасно осознающий свою ответственность перед своим народом, перед своей страной и умеющий держать свое слово. Это очень важные качества, которые были в целом этому прекрасному человеку присущи. После 2008 года, конечно, когда были заключены и подписаны, потом ратифицированы договоренности с Россией, после этого вот этот дамоклов меч, который все время нависал над населением Абхазии, по результатам конфликта 92-93 годов, он, конечно, как-то ушел в сторону. Нельзя сказать, что нет никакой угрозы, что нет необходимости в обороне Абхазии, в поддержании боеготовности, но сегодня за Абхазию, так же, как и за территорию России, в военном отношении отвечает вооруженные силы Российской Федерации вместе с вооруженными силами Абхазии. А это в данном случае огромный плюс, это гарантия того, что военные действия не возобновятся. Вот снятие угрозы жизни населению Абхазии – это тоже следствие политики второго абхазского президента, который в полной мере смог реализовать отношения с Россией на пользу Абхазии. Тогда на этот период пришлись достаточно серьезные испытания. 8-й год – это агрессия со стороны Грузии. Конечно, то, что это не коснулось, то есть кровь не пролилась на абхазской земле, это, безусловно, заслуга руководства Абхазии, всех руководителей, прежде всего и военных, и это события в Кадорском ущелье. Нужно было проявить и мужество, консолидировать общество, страну и, конечно, агрессору показать, что враг не пройдет, что здесь есть и армия, здесь могут дать сдачи, здесь так просто свою землю не дадут, и так с кондачка ничего не получится. Я думаю, что этот сигнал был услышан и Грузией, и, собственно, поэтому
Слава Богу, здесь все прошло как-то спокойно. В любом случае, кровь не пролилась, как я уже говорил. Поэтому, конечно, это характеризует руководство, прежде всего, республики, и прежде всего Сергея Васильевича. Он ни разу, я не слышал, чтобы он высказывал агрессию в сторону грузинского народа или какого-то другого народа. Но при этом он твердо озвучил позицию, что Абхазия – это независимое государство, с которым надо считаться. И, конечно, его роль в этом именно закреплении того мира, той стабильности, а в его период мы помним, особенно в том числе, определенные контакты, которые начались с грузинской стороной. Без этого нельзя. Можно всю жизнь жить, воевать, проливать кровь друг другу, там, еще что-то, но все равно контакты должны быть. Вот эти контакты начал налаживать, в том числе Сергей Васильевич. Он в этом плане находил и противников, наверное, среди своих сторонников абхазской стороны. Но, тем не менее, он понимал, что диалог должен быть. И это тоже казалось укрепление как государственности Абхазии, власти самого Сергея Васильевича, так и укрепление мира, в том числе и на Закавказье. 5 дней шли боевые действия. 11 августа авиация произвела бомбово-штурмовые удары с целью деморализации противника. Утром 12 августа военные силы Абхазии вошли в верхнюю часть Кадорского ущелья. В те дни стратегическую дальновидность Сергея Багапша подтвердило освобождение Кадорского ущелья с практически минимальными потерями. Генерал Цвижба тогда подчеркнул, что операция была спланирована и приведена в действие блестяще. Побеждает не автомат, побеждает братство, побеждает дружба. Все то, что делали наши с вами деды и прадеды. И я уверен, что народ Абхазии никогда таких людей, как Сергей Васильевич, как Арзимба, никогда не забудет, потому что они те, которые создали фундамент, они те, которые создали основу для того, чтобы Абхазия была признана как независимым государством, и для того, чтобы в последующем Абхазия стала полноценным государством как в Закавказье, так и в целом мире. Я уверен, что так и будет. Этот человек, на самом деле, очень много сделал для развития республики, для становления. И, конечно, я чувствовал Сергея Васильевича и силу, чувствовал вот в нем этот патриотизм, желание вместе с Россией, вместе с Кавказским краем, в общем-то, строить новую республику. И республика, я вижу, идет вперед, развивается. Каждый год я с удовольствием, когда приезжаю, уже в качестве просто, так сказать, бизнесмена, уже не руководителя Краснодарского края, и я вижу эти перемены, и я радуюсь вместе с вами. Ну, а из ярких событий, может быть, строительство школы, русской школы в Гаграх. Это действительно, это была его идея. Насколько он увлеченно, в общем-то, меня агитировал в эту сторону. Мы пошли, посоветовались в крае с парламентом и с другими общественными организациями. Это решение было принято, и мы, в общем-то, сделали серьезную реконструкцию этой старинной школы с большой историей. И мы потом приехали вместе, открывали. Он, конечно, был счастлив, и это для меня, в общем-то, конечно, такие запоминающие минуты. Для многих Абхазия – это не просто пустой звук, а уважение, авторитет и хорошие отношения. Хотя мы испокон веков очень тепло и по-добрососедски, по-братски относимся к грузинскому народу. И тогда не разделяли по национальностям. Ну и к абхазам в том числе. Но при этом мы должны помнить то время при Багапше, когда вот настрой, в том числе европейских политиков, в адрес Абхазии был совершенно другой. Они видели в Багапше человека, с которым можно контактировать, общаться и вести дипломатию, вести переговоры. Они это видели. Я же не зря вспомнил и про позицию Багапше в отношении грузинской стороны. И грузинские политики тоже начали поворачивать лицом в тот период, если мы помним. Когда начались вот эти морские дружбы, или там, если не дружба, то, по крайней мере, какие-то отношения между Грузией и Абхазией, это говорит о том, что все-таки это делалось в том числе через международные организации. Это говорит о том, что все-таки европейские лидеры, те, кто занимались этим направлением,
потому что и миротворческие миссии, и международные правозащитные организации по правам человека, они все-таки видели в Багапше человека, который может контактировать, с которым можно общаться, и который не агрессор. Вот то, что вел миролюбивую, но твердую позицию и политику по отношению к своей государственности. Мир, стабильность. Не только Сергей Васильевич, я сразу подчеркну, наверное, и первый президент Абхазии Арзинба, и последующие президенты. Закавказье всегда играло большую роль. Сегодня вижу и радуюсь вместе с вами, какие изменения происходят на территории республики. Я достаточно часто, уже даже вне власти, общаюсь и с Роль Джунковичем, президентом республики. И должен сказать, что он достаточно мудрый человек, опытный, потому что много лет работает во власти. А Багапш именно в полной мере обладал искусством политика и искусством лавирования. И, будучи одним из отцов абхазского суверенитета, вслед за президентом Арзинбой, конечно, он вместе с тем думал о подлинном суверенитете. Еще раз говорю, не о том, чтобы Абхазия была приложением кому-то. И в этом его была уникальная совершенно роль. Второго такого политика я и не знал даже в Абхазии, по крайней мере, точно. Он должен был вообще дать прорасти самой идее независимости Абхазии. Он был победителем в войне за свободу и независимость Абхазии, абхазского народа. В планах президента было улучшение транспортного и трубопроводного сообщения в республике. Близилось открытие аэропорта в Сухуме, возрождение некогда забытых спортивно-туристических маршрутов на Северный Кавказ, проведение газопровода Туапсе-Сухум, строительство большого пассажирского и грузового порта в Ачамчире. Но всему этому свершиться суждено было уже без него. 29 мая 2011 года абхазский народ потерял лидера. Когда я услышал, что не стало Сергея Васильевича Багапш, для меня это был удар. Потому что как? Вот вроде недавно мы встречались. Ничего не предвещало, никаких проблем. Смерть всегда внезапно. И я посчитал своим долгом поехать. И знаете, меня что удивило? Еще раз, лишний раз увидел простого человека. Человек, который жил в обычном доме многоквартирном. Там. Я приехал, когда в этот дом, в этот двор, поднялся в квартиру попрощаться. Посмотрел, сколько народу. Ни чиновников, никаких, а просто простые люди, которые пришли проститься как со своим родным человеком. Не с президентом Абхазии, а вот именно с родным человеком. Да, мы привыкли видеть, там, как хоронят больших чиновников, руководителей. Он был руководителем государства, президентом Абхазии. Это было настолько по-человечески, настолько просто. Это вот именно была тоже самая поставленная точка его земном пути. Что он был простой человек. На вечной памяти. Вот горе, которое, я помню, было связано с его преждевременной смертью в Москве, когда мы прощались с Сергеем, в этом доме Министерства обороны, недалеко от Центрального музея вооруженных сил, где была эта церемония прощания с ним. Многие люди, приходившие туда, и видные политические, государственные деятели, военные, журналисты, деятели культуры, они все вполне осознанно воспринимали происходящее как личную потерю. И вот эта личная потеря в связи со смертью Сергея Багапша, она остается для меня очень памятной, как и потеря, связанная с уходом Владислава Арзинба. Он умел каждым найти общий язык, и каждый, разговаривая с ним, чувствовал, что он разговаривает не просто с каким-то вот человеком, который там руководит какой-то страной, а что он разговаривает с полномочным представителем всех людей, которые там проживают. Он разговаривает с человеком, который несет в себе глубочайшее, и Сергей Васильевич нес, глубочайшее понимание проблем, бед, надежд, там, не знаю, радостей
горестей и так далее. Смерть его была подлинной трагедией, поверьте, не только для абхазского народа, думаю, что и для многих, и для грузинского народа, и для русского, и для всех, для нас. Мы потеряли в лице Сергея Васильевича политика очень большого масштаба, очень большого, который нес в себе очень большую надежду. После него пришли другие времена. Его потеря – это огромная потеря, огромная для нас, для всех, огромная потеря. Он был оплакиваем всеми теми, кто с ним когда-либо встречался. Я помню прекрасно, как после известия о его неожиданной смерти, которая нас как громом всех поразила, мне звонил Максим Дунаевский и сказал: вот мы сидим с женой и плачем. Потому что почувствовали в Сергее Багапше настоящего друга, сочувственного человека, который для каждого находил нужное слово. Это была утрата. Поэтому, когда мы провожали Сергея Васильевича в последний путь, а я ради этого, конечно, приехал в Абхазию, и мы провожали его здесь, это было чувство реальной потери. Близкого человека, который ушел, имея огромные планы, важные планы, и ему помешало, злой рок, судьба, что хотите, помешали осуществить эти планы. И я убежден, что он оставил после себя при всех политических бурях Абхазию все же более консолидированную. И я очень хотел бы, чтобы вот этот вопрос о консолидации общества, над которым Багапш бился все последние годы, чтобы этот вопрос по-прежнему решался в интересах мирного анализа и рассмотрения любых споров. Поэтому день его похорон был, конечно, трагичным днем. Сегодня даже об этом вспоминать больно, потому что, конечно, это был преждевременный уход. Это была полная неожиданность для друзей, для соратников. Эта неожиданность, я уверен, была даже для врагов. Ну что ж, важно теперь, чтобы то дело, которым занимался Сергей Багапш, чтобы это дело было продолжено, чтобы Абхазия продолжала развиваться. Конечно, Багапш, на мой взгляд, был больше, чем Абхазия. То есть он мог бы быть украшением для, в общем-то, любой среднеевропейской державы. Как политик, как лидер, как человек, как профессионал. Я знаю, какое отношение есть у абхазского народа. Я посещал его могилу, я видел людей, которые плакали, я видел людей, с какой теплотой они относились к этому выдающемуся человеку. И я уверен, что его имя у абхазского народа останется в памяти на века. Я горжусь тем, что был дружен с этим прекрасным человеком, и буду всегда хранить память о нем и о том вкладе, который он внес в российско-абхазские отношения. Сергей Васильевич стал символом осуществления надежд. Багапш именно так и вошел в историю. Могут сказать, звезды легли. Вот именно в 2008 году много факторов, которые привели к признанию. Но один из этих факторов, и не последний, это президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш. Его жизненный путь начинался в родовом имении, в семье, где царила атмосфера любви и взаимопонимания. Душа его и теперь покоится на родной земле.
памяти народной он остался именно человеком волевым, человеком, который знал, к какой цели идет, человек, который знал, какие шаги надо делать для того, чтобы привести свой народ к той победе, которая фактически была уже в 2008 году, признав Российская Федерация, со стороны Российской Федерации уже независимость Республики Абхазия. Признание России независимости Абхазии рядом других государств началось, наверное, началось с первого президента Абхазии Арзема. Потому что и революция сама, как если можно так называть, хотя это не революция, а оставление интересов и прекращение войны на территории Абхазии и все-таки возрождение истории самого абхазского народа, создание отдельного государства, это за этим стояла Арземба, его команда, в том числе и Сергей Васильевич. И вот тот период, в том числе и Арземба, его команда, они понимали, что это делается не просто на какой-то период, а потом снова войти в состав Грузии, а делается для того, чтобы создать независимое государство, которое признало бы общественность, мировое сообщество. Но уж точно эту позицию закрепил Сергей Васильевич. Это стезя, которую он взял на себя. Или Господь его выбрал, чтобы вместе со всем народом он построил независимое государство. Государство для того, чтобы жил и культура, и абхазский язык, и абхазский народ, и которому не командовали, а они сами выбирали друзей. Я очень рад, что мы в свое время успели подписать и соглашение. Его роль главенствующая в этом отношении. И хотя нас всегда учили, что роль личности не влияет, это неправда. Влияет еще как. И дай Бог народу Абхазии помнить тех, кто работал, несмотря и на растрату здоровья, несмотря на рискование жизни, работал, чтобы было государство Абхазия. Да оно и будет, как и 1200 лет назад. И оно есть. Да, мы победили в этой непростой войне. И мои дорогие ребята, мои дорогие братья и сестры в Абхазии, знаете, что ваш президент и ваши два президента, и Владислав Григорьевич Арземба, и Сергей Васильевич Багапш, это яркие личности. И абхазскому народу повезло, что в такой ответственный момент такие люди именно возглавили Абхазию. И конкретно хочу сказать, что без такого активного участия и позиции Сергея Васильевича Багапша не было бы, наверное, этого признания. Именно характер Сергея Васильевича Багапша позволил и в руководстве России победить тому направлению, которое привело к признанию Абхазии. Я горжусь тем, что его указом вскоре после, собственно, в ту же неделю, когда Абхазия была признана, он присвоил мне звание почетного гражданина Абхазии. И я всегда говорю, что история помогла Абхазии, она в этом случае пошла ей навстречу, ибо то, что сделал первый президент Абхазии Владислав Арзема, наверное, не смог бы сделать Сергей Багапш, второй ее президент. А вот то, что сделал второй президент Абхазии Сергей Багапш, наверное, не смог бы достичь первый президент. Именно вот особенности его политического таланта, она привела к тому, что Россия практически без колебаний к 2008 году выступила за признание независимости Абхазии. Таким образом, Абхазия, можно сказать, вторично оказалась прописана на карте, потому что признание со стороны России для Абхазии очень многое значит. Роль Сергея Васильевича Багапша в начале 2000-х годов на Кавказе очень большая. И в Закавказье, и вообще на всем Кавказе. Не случайно он был уважаем во всех северокавказских республиках. И не случайно его знала вся Россия, потому что он был олицетворением той республики Абхазия, которую Россия признала
поддержала официально, с которой мы начали выстраивать уже полноправные добрососедские международные партнерские отношения. Где-то в 2006 или 2007 я тогда второй раз был заместителем председателя Государственной Думы. Руководство Российской Федерации возлагает цветы в Москве к могиле неизвестного солдата. И ко мне подходит Владимир Владимирович Путин, президент, и говорит: Сергей Николаевич, а что это у вас за орден? А я всегда говорю с гордостью, я горжусь, что у меня среди государственных наград разных государств есть 2 ордена Республики Абхазия. Я награжден орденом Честь и Слава 3-й степени первым президентом республики Владиславом Марзинбой. И 15 лет назад вот Сергей Васильевич Багапш наградил меня орденом Честь и Слава 2-й степени. И вот мы все, конечно, одеты тепло, потому что погода была тяжелая, но благодаря тому, что орден висит здесь, Путин его заметил и говорит: а что это у вас за награда? Я говорю: Владимир Владимирович, это орден Республики Абхазия, которую я уже давно признал, но думаю, Российской Федерации тоже пора это делать. Мы работали вместе с Сергеем Васильевичем, с его командой сразу после той самой августовской войны 2008 года, когда Абхазия объявила свою независимость, Российская Федерация признала эту независимость, как и независимость Южной Осетии, в качестве единственного способа предотвратить дальнейшее агрессивное поползновение режима Саакашвили. И именно при Сергее Васильевиче закладывалась договорно-правовая база между нашими странами. Это сейчас более 100 межгосударственных, межправительственных документов действуют и определяют наши взаимоотношения с Абхазией. А тогда мы начинали с нуля. При нем был заключен базовый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, договор о совместных усилиях по охране государственной границы, соглашение об объединенной российской военной базе в Абхазии, соглашение о социально-экономической помощи Российской Федерации Республики Абхазия. Это, в общем-то, основополагающий фундамент договорно-правовой базы, которая работает и сегодня. У Сергея Васильевича были очень такие теплые, рабочие, дружеские, я бы сказал, отношения и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. В то время он был президентом, это было его решение, безусловно. Всегда очень добрые отношения и с Владимиром Владимировичем Путиным. В тот период это премьер-министр. Вот, поэтому я думаю, что это элемент, прежде всего, доверия, прежде всего, вот, на уровне государственном, вот, первых лиц. И, конечно, мы, как могли, естественно, способствовали этому, помогали. Вот, но решение это все-таки ключевое президентов России, Медведева и Багапша. И поэтому, ну, конечно, это, безусловно, заслуга его, она существенна. Именно Сергей Васильевич был инициатором создания специальной комиссии, которая и до сих пор работает и обеспечивает законные права российских граждан в Абхазии. Мы очень ценим вклад и в эти аспекты наших отношений, которые внес Сергей Васильевич. Ну и, конечно же, при нем начался процесс международного признания Республики Абхазия. Первое признание было сделано Никарагуа, затем Венесуэла, потом Науру, Тувалу, Вануату. И вот сейчас Сирийская Арабская Республика присоединилась к числу стран, которые Абхазию признали. Я убежден, что этот процесс необратим и что Абхазия состоялась как демократическое государство, основы которого были заложены Сергеем Васильевичем Багапшем. Багапш был счастливым человеком, потому что он дожил до момента, когда Абхазия де юре стала признанным самостоятельным государством. То, что продолжил Сергей Васильевич, то, что он закрепил в международной политике, то, что он закрепил в взаимоотношениях с Российской Федерацией, оно помогло последующим руководителям планово подойти к тому, что мы сегодня уже имеем. Независимость государства Абхазии. Началась новая веха в развитии уже свободного государства. Сергей Багапш посвятил жизнь борьбе за мир и признание своей родины. Таков был его долг не только как политика, но и прежде всего как великого сына абхазского народа.
26 августа 2008 года ознаменовалось появлением в национальном праздничном календаре Дня международного признания независимости Республики Абхазия. Страна души обрела свободу. Я буквально час назад прилетел из Москвы, и первый звонок после объявления независимости Дмитрием Анатольевичем Медведевым я позвонил первому президенту Абхазии. Я поздравил его с этим славным днем, потому что Владислав Григорьевич на алтарь нашей независимости положил самое дорогое, что есть у человека, свое здоровье. Он возглавлял нашу страну в самые тяжелые моменты. Они закладывали основу сегодняшнему дню. И мы это ценим, и за это благодарны и ему, и всему нашему народу. И сегодня там День памяти, и День независимости. В этот день я могу только еще раз поздравить абхазский народ с таким лидером. Пожелать счастья, здоровья и успехов. Сколько жизней спас признанием России. А что можно сказать друзьям, соратникам? Только здоровья, успехов в строительстве государства, развитии экономических, любых отношений с Великой Россией и, конечно же, с Приднестровской, Молдавской Республикой. А главное, не болейте. И дай Бог, чтобы вот тот календарь, где 3 президента, я думаю, чтобы это сообщество развивалось. И я думаю, абхазский народ не ошибся ни в лидерах, ни в выборе пути. Желаю народу Абхазии здоровья, счастья, процветания, энергии и любви, конечно, в каждой семье. Дай Бог, чтобы то, что сегодня народ Абхазии достиг через огромные трудности, через пот, через кровь, к сожалению, чтобы это все укрепилось. И в последующем ни дети, ни будущие дети не видели таких страшных дней, которые на себе в период становления абхазской государственности испытали ваши отцы, ваши деды. Дай Бог, чтобы все было прекрасно, чтобы Абхазия была по всем направлениям тем государством, куда можно всегда приезжать, можно отдохнуть, чтобы Абхазия удивляла другие государства не только мандаринами или орехами, но и другими средствами производства, которые могут являться интересными для всех. Мира, добра и процветания. Молодежь Осетии, Абхазии знали, вот на таких примерах нужно сближаться. Ведь наши народы, я говорил и всегда буду повторять это, мы как 2 близнеца брата. Потому что история новейшая, она это показала. Тем более и уходя в далекие исторические корни. Если мы напрямую не являемся родственными народами, все равно исторически нас много чего объединяет, что нас делает действительно названными братьями. И этим наша молодежь должна гордиться. Они также должны продолжать вот эти традиции. Я уверен, что наше сотрудничество в различных областях будет динамично развиваться и в дальнейшем, потому что верю в достойное будущее народов Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, всех, кто жизнью своих солдат, своих сыновей, своих матерей добился этого права. И не позволено никому, ни Грузии, ни международному сообществу не учитывать главный критерий в людях. Это выбор народа. Выбор народа Юга Осетии сделан, Абхазии сделан, наших республик сделаны. Этот выбор раз и навсегда. Счастья вам, радости и благополучия. Я выступаю сторонником права нации на самоопределение. Я хочу пожелать абхазскому народу, другим народам, которые проживают на территории Абхазии, и искать мира, развития и безопасности. Это 3 фундаментальных вещи, на которых стоит
способность любого народа воспринимать государство, с которым он живет, адекватно. Если будут эти три вещи соблюдены, то значит будет долгая историческая дорога и долгий исторический путь. Народы остаются. И сохранение народа, сбережение народа, развитие народа – это важнейшая задача, которую должно, собственно, выполнять государство. Вот я желаю, чтобы Республика Абхазия выполняла эту задачу, и все, кто работает там, государственными деятелями, выполняли эту задачу. Мы обязаны передать грядущим поколениям крепкую, развитую страну, государство равных возможностей для всех и каждого. Еще раз огромное вам спасибо, счастья и мира каждому из вас. Спасибо.